15 союзных республик Великого Советского Союза расположена в северо-восточной части Средней Азии, среди гор Тянь-Шаня и Памира-Алая. Ее площадь 198 тысяч квадратных километров. Киргизию издавна называли страной небесных гор. Территория нашей республики отличается резко континентальным климатом, а горный характер обуславливает разнообразие климатических районов. Наиболее пригодные земли занимают около 65% территории, из них более половины площади приходится на пастбище, преимущественно горно-степного типа. За годы советской власти была создана широкая растительная система. Построенная руками человека, Ортотокойская плотина сдерживает почти 500 миллиарда кубометров стекающей с гор воды. Протяженность растительной системы достигает 29 тысяч километров. Многие из вас принимали активное участие в уборке урожая сахарной свеклы. Эта культура занимает одно из первых мест среди всех технических культур киргизской земли. Находясь в колхозах во время уборки свеклы, вы должны были заметить, какое огромное количество техники принимает участие в работе. Тысячи автомашин доставляют убранный урожай свеклы на заводы, где она перерабатывается на сахар. «60 тысяч гектар. Вот какая огромная площадь занята под посевом этой культуры. Наш Киргизстан по урожайности сахарной свеклы идет впереди многих стран мира. В среднем 350-400 центнеров с гектара. Но это не предел. Есть колхозы, которые добиваются еще больших урожаев, до 700 центнеров с гектара. Если в дореволюционной Киргизии дихканин пахал землю деревянной сахой, а хлеб жал серпом, то в 1969 году на полях колхозов и совхозов республики работали уже 38 тысяч тракторов, 7500 различных уборочных комбайнов, около 16 тысяч грузовых автомобилей, десятки тысяч других сельскохозяйственных машин. Все это дает возможность своевременно провести весь комплекс посевных и уборочных работ. Около 1000 кукурузоуборочных комбайнов заняты на уборке кукурузы, увеличивая кормовую базу киргизского животноводства. О пчелах я более подробно расскажу вам на следующем уроке. Но сейчас мне хочется подчеркнуть следующее. Пчелы помогают в опылении сельскохозяйственных культур, и, пожалуй, этим они приносят не меньше пользы, чем тогда, когда дарят вам вкусный целебный продукт – мед. Можем гордиться плодами наших полей. Замечательный картофель и овощи выращивают мастера высоких урожаев Чуйской долины. В этом им оказывают большую помощь школьные учебно-производственные бригады.
Киргизский виноград известен далеко за пределами республики, а вина, изготовленные из нашего винограда, неоднократно получали медали на международных выставках. В наших садах растут самые крупные яблоки. Одна из плодородных сельскохозяйственных зон республики – Приисык-Кульская. Она находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Наиболее характерной технической культурой этой зоны является лекарственный мак, который имеет большое народно-хозяйственное значение. Маководы Киргизии снабжают этим ценнейшим лекарственным сырьем почти всю фармацевтическую промышленность Советского Союза. Большое количество разных сельскохозяйственных культур выращивается в Приисык-Кульской зоне. Пшеница, ячмень, овес и овощные культуры. Багарные поливные земли Киргизстана дают высокий урожай зерновых. Только в одной Сусамырской долине на распаханных целинных землях ежегодно засевают ячменем и овсом от 25 до 28 тысяч гектаров. Давайте перенесемся на юг нашей республики, где выращивается наиболее важная и перспективная техническая культура – хлопчатник. На киргизской земле хлопчатник сеяли еще до Октябрьской революции, но в связи с отсутствием элементарной агротехники урожаи его были низкими. В наши дни в Приферганской сельскохозяйственной зоне хлопчатнику отведено ведущее место, посевы которого возросли с 22 тысяч гектаров в 1913 году до 80 тысяч в 1969 году. Из года в год урожай этой культуры значительно увеличивается.
хлопчатник является таким ценным сырьем, из которого изготовляется около 80 наименований промышленных продуктов. Большим спросом на мировом рынке пользуется киргизский табак. Он обладает особым ароматом. Выращивается табак в республике в основном в Приферганской и Таласской сельскохозяйственных зонах. Большую помощь колхозам и совхозам оказывают научно-исследовательские учреждения, Киргизские научно-исследовательские институты земледелия и животноводства, селекционные станции по зерновым культурам, сахарной свекле и овощам. Их лаборатории решают самые актуальные вопросы – повышение эффективности земледелия и животноводства. Ведущая роль в животноводстве республики принадлежит овцеводству. Огромные отары овец с наступлением лета перегоняются на пастбища Сусамыра, Каракуджура, Алая, Арпы. За годы советской власти усилиями ученых и передовиков производства республики выведены новые породы овец – киргизская тонкорунная и полутонкорунная, хорошо приспособленные к условиям горно-пастбищного содержания. Если сравнить производство шерсти 1913 года с 1968 годом, то оно возросло с 5000 до 26 тысяч тонн. А знаете ли вы, что из руна только одной овцы можно изготовить 3-4 костюма? Гордостью киргизских животноводов является и крупный рогатый скот. Ведущими являются алатауская и ауэлетинская породы. Естественные сенокосы и широко развитое травосеяние являются основными поставщиками кормов для общественного животноводства. Из года в год увеличивается производство мяса в Киргизии. Только в 1968 году сдано государству 135 тысяч тонн, а молока получено в 6 раз больше, чем в 1913 году – 541 тысяча тонн. Огромное значение для нашего горного края имеет коневодство. Многим из вас, наверное, приходилось преодолевать сотни километров верхом. Там, где нет
автомобильных дорог лошадь просто незаменима. Специализированные конезаводы республики занимаются выведением высокопородных скаковых лошадей, на которых большой спрос не только в нашей стране, но и за рубежом. Киргизский скакун завоевал всеобщее признание на многих ипподромах мира. На этом сегодняшний урок по экономической географии Киргизии закончен. До свидания, ребята.